Здравствуйте. Пришло время подводить итоги уходящего дня. В эфире информационная программа «Алато». В студии работает Нуржама Бурханова. И смотрите сегодня в программе. Сегодня праздник главного закона страны. 5 мая в Кыргызстане отмечается День Конституции. Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с этим днем. Макроэкономическую ситуацию и меры по стабилизации социально-экономического положения страны на фоне борьбы с коронавирусом обсудил сегодня президент с вице-премьером Асрандиевым и главой Минфина Жээнбаевой. На сегодняшний день в Кыргызстане выявлены еще 13 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписаны 25 человек. Приближали победу, как могли. Мы продолжаем серию репортажей о тех, кто подарил свободу и мирное небо, о ветеранах. Сегодня в Кыргызстане выявлены еще 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умер 1 человек. Выздоровели и выписаны из стационаров 25. Для того, чтобы снизить уровень заболеваемости, руководство страны просит граждан соблюдать режим самоизоляции, поскольку эпидситуация может измениться. В Кыргызстане 5 мая выявлено 13 новых случаев заражения COVID-19. В городе Бишкек 8, в Нарынской области 5 человек. За прошедшие сутки из стационаров выписаны 25 пациентов. По республике на сегодняшний день выявлено 843 случая заболевания. 600 человек выздоровели. В стационарах получают лечение 232 человека. 8 из них в тяжелом состоянии, 5 находятся в реанимации. Состояние средней тяжести 53. У 171 состояние стабильное. Двое из выздоровевших из города Бишкек, двое из Нарынской области. 18 человек из города Ош и 3 из Ошской области. Мужчина, у которого диагностировали COVID-19, умер. Он обратился в больницу с диагнозом пневмония. Лечение не помогало. 4 мая его перевели в республиканскую инфекционную больницу. Анализы подтвердили коронавирус. Он оказался контактным. Его дочь работала в ЦСМ номер 3. Во время брифинга в Доме правительства замминистра отметил, что сложно сейчас говорить о том, что ситуация с вирусом достигла пика. Он выразил беспокойство о том, что в связи с облегчением режима ЧП многие начали нарушать режим самоизоляции. Это может привести к повторной вспышке заболевания. Если вчера было выявлено 35 случаев заболевания, то сегодня выявили 13. Из-за принимаемых мер у нас нет резкого роста числа заболевших. Мы должны сохранить такую тенденцию. Есть прогноз на снижение уровня заболевания, но для этого необходимо строго соблюдать режим самоизоляции. За сутки было проведено около 2000 исследований анализов. Всего с 5 февраля количество проведенных тестов приближается к 60 тысячам. По словам Усимбаева, выздоровевших выписывают только после того, как повторный анализ дает отрицательный результат. После отпускают на домашний карантин. Также он остановился на проблеме проведения анализов водителей большегрузных автомобилей, въезжающих на территорию нашей страны. В месяц к нам заезжает около 30 тысяч водителей. При въезде проводятся экспресс-тесты. Для этого разработан особый алгоритм. В конце брифинга Нурболат Усимбаев сообщил, что нужно пересмотреть решение о запрете на въезд в Иссык-Кульскую область. По его словам, такие ограничения не соответствуют выработанному ранее алгоритму. Нурбек Иманов, Руслан Сабатаров, Алато 24. На Иссык-Куле больше нет зараженных коронавирусом. Сегодня из больницы выписали последнего пациента. Ранее в области было зафиксировано 10 случаев заражения. Специалисты отмечают, что Кыргызстан прошел пик заболеваемости на 3 недели раньше, чем ожидалось. С каждым днем растет количество выздоровевших людей. На сегодняшний день из больниц выписано 600 человек, а в стационарах получают лечение 232 пациента с коронавирусом. Другие подробности сообщит Айджан Нурбекова. Положительная динамика наблюдается особенно в регионах. К примеру, сегодня из Ошской клинической больницы из 33 пациентов выписано 17 человек с подтвержденным ранее COVID-19. Еще 7 выздоровевших будут выписаны уже завтра. Это радостное событие не только для самих пациентов, но и для врачей. Теперь выписанные люди должны находиться дома 14 дней и не забывать о правилах гигиены. У них должна быть отдельная комната, посуда и прочие принадлежности.
Также из Джалалабадской областной клинической больницы выписано 6 человек. У них были легкие симптомы болезни. Все пациенты находились под тщательным наблюдением врачей. Из 87 пациентов полностью выздоровели 78. Повторные ПЦР-анализы дали отрицательный результат. Сейчас лечение получают 8 человек. Их состояние стабильное. Мы проверяем температуру и следим за их самочувствием. Между тем, из Иссыкульской областной больницы выписался последний пациент, выздоровевший от COVID-19. Таким образом, в области больше нет зараженных коронавирусом. Ранее в Иссыкульской области было зафиксировано 10 случаев заражения инфекцией. У всех состояние было стабильным. Рады сообщить, что сегодня выписали последнего больного. У 67% заболевших в Кыргызстане COVID-19 протекает в легкой форме, без каких-либо явных симптомов. Лечение больных под особым контролем медиков, и проводится оно только с согласия пациента. Айджана Нурбекова, Азамат Кадыртоктоев, Алато, 24. С 11 мая свою работу возобновят еще 4 сферы экономической деятельности, а именно сферы финансовых и иных услуг, бытового обслуживания населения, торговли и транспортных услуг. Это происходит согласно поэтапному порядку возобновления экономической деятельности в Кыргызстане в условиях ЧС и ЧП. Президент Сооронбай Жээнбеков обсудил макроэкономическую ситуацию и меры по стабилизации социально-экономического положения страны на фоне борьбы с коронавирусом с вице-премьером Эркином Асрандиевым и министром финансов Бактыгуль Жээнбаевой. Глава государства отметил, что несмотря на экономические потери, социальные обязательства государства должны выполняться своевременно и в полном объеме. Аяна Дюшикеева расскажет больше. За январь-апрель доходная часть республиканского бюджета выполнена на 9,7 миллиардов сомов меньше запланированного. И это только по предварительным данным. На встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым вице-премьер Эркин Асрандиев сообщил, что проведена оценка возможных рисков по выпадению доходной части бюджета до конца этого года. При этом сокращение расходов бюджета не коснется защищенных статей и соцвыплат, сказала глава Минфина Бактыгуль Жээнбаева, также проинформировав, что на сегодня финансовая помощь от международных партнеров поступила в размере 174,5 миллионов долларов. Глава государства обратил внимание на активизацию работ с международными финансовыми институтами и странами-донорами по реструктуризации и пролонгации внешнего долга. Эркин Асрандиев напомнил о поэтапном возобновлении экономической деятельности в стране в условиях ЧС и ЧП. Решение об этом было принято на последнем заседании Совета Безопасности. Правительство разработало поэтапный порядок. Так, начиная с 1 мая функционировать начали промышленные предприятия, СТО, объекты строительства, нотариусы, парикмахерские, такси и другие. С 11 мая начинается второй этап. Разрешена с 11 мая экономическая деятельность сферы финансовых и иных услуг. Это микрофинансовые организации, страховые компании, агентства недвижимости и туристические агентства. Сфера бытового обслуживания тоже возобновляет свою деятельность, включая сантехнические и электромонтажные работы, ремонт бытовой техники, химчистка и клининг. Третий блок – это сфера торговли, магазины и рынки стройматериалов, рынки автозапчастей, тканей и автосалоны, но не авторынки. И, наконец, сфера транспортных услуг, а именно пассажирские перевозки исключительно на автобусах и троллейбусах. Поэтапный порядок возобновления деятельности объектов экономики был составлен согласно критериям и с учетом эпидемиологической ситуации. При этом все субъекты, начинающие функционировать, неукоснительно должны соблюдать санитарно-эпидемиологическую безопасность. Между сотрудниками должна быть дистанция, а также масочный режим, режим соблюдения чистоты в самих производственных или промышленных зонах, участках. Все эти требования, они базовые, они соблюдаться должны и в обычных режимах, но тем не менее в режиме чрезвычайного положения и в режиме чрезвычайной ситуации мы усиливаем эти нормы. Нарушение норм требований повлекут за собой штрафы и санкции. Особо глава государства отметил, что представителям бизнеса, чья деятельность была возобновлена в сложившейся ситуации, должна быть оказана максимальная поддержка со стороны госструктур. Стартануть, запустить всю экономику сейчас будет очень тяжело. То есть пока нам
малому и среднему бизнесу особенно, восстановиться и прийти в старые, скажем, встать на старые рельсы, потребуется минимум полгода, может 8 месяцев, может и год. Да? Здесь поддержка государства, она была бы очень уместна и правильна, но она в каком виде? То есть, как минимум, в виде облегчения в выплате налогов. Ну и, конечно, денежная поддержка. Мы также понимаем, что бизнесу необходима денежная поддержка, но насколько государство сейчас сможет эту помощь оказать, другой вопрос. Мы все понимаем, видим, что сейчас очень большое выпадение бюджета. Третий этап начнется 21 мая. Будет разрешена деятельность ЦОНов, торговых центров, обменных пунктов, ломбардов, ремонтов обуви, вещевых и авторынков. Это заключительный этап, и он характеризуется возобновлением всех видов деятельности в экономической и социальной сферах. При этом, как отмечают в правительстве, возможны изменения в этом перечне в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Аяна Дюшикеева, Эльдар Асанбаев, Алато, 24. 5 мая в Кыргызстане отмечается День Конституции, праздник главного закона страны. В этот день, в 1993 году, на 12-й сессии Верховным Советом Республики Кыргызстан принята Конституция Кыргызской Республики. С этого момента Конституция Киргизской ССР 1978 года утратила свою силу. За 27 лет в основной закон страны неоднократно вносились изменения и дополнения. Кардинально редактировалась Конституция страны несколько раз. В феврале 2003 года, в ноябре и декабре 2006, октябре 2007 года и июне 2010 года. А действующая Конституция Кыргызской Республики была принята на референдуме в 2010 году. Конституция – это основной закон страны, определяющий государственное устройство, регулирующий образование представительных и исполнительных органов власти. Она устанавливает принципы избирательной системы, фиксирует права и обязанности граждан. Сущность Конституции состоит в закреплении равновесия основных интересов и воли различных социальных слоев общества. Конституция Кыргызской Республики была принята в 1993 году. Определяет государственный строй, права и свободы человека и основные направления общественной жизни. Есть экономическая система. В вопросах экономической системы мы отвечаем, какие у нас должны быть формы собственности, социальная сфера. Есть различные социальные группы, какими правами они пользуются, как их можно защитить, этих социальных категорий, и духовные вопросы. На заре суверенитета за основу нашей Конституции была взята французская модель, которая предполагала президентско-парламентскую форму правления. Как отмечают юристы, за 27 лет Конституцию страны редактировали не менее 10 раз. И, по сути, внесенные изменения касались в основном формы правления. Сейчас страна живет по нормам основного закона в редакции 2010 года, которая предполагает переход к парламентскому госустройству. Почему мы стремимся к парламентаризму? Во-первых, он более или менее отвечает нашему менталитету. Совместное принятие решений путем совещания. Во-вторых, у нас есть такие негативные явления, как землячество, регионализм и трайбализм. А парламентаризм, предполагая укрупнение и объединение партий, через списки сглаживает эти явления. Но сейчас не построена сильная партийная система. Мое личное мнение, на сегодняшний день пока не созданы необходимые условия для полного перехода к парламентаризму. Все законы и нормативно-правовые акты издаются на основе и в соответствии с Конституцией. Нормы основного закона – основополагающие для деятельности госструктур, политических партий, должностных лиц. А за соблюдением этих норм строго следит Конституционная палата Верховного суда. 4 мая президент Сооронбай Жээнбеков принял председателя Карабека Дүйшеева. Глава государства отметил особую роль Конституционной палаты в обеспечении стабильности жизнедеятельности государства и пожелал успехов в дальнейшей работе по осуществлению конституционного контроля и защите прав и свобод человека и гражданина. Как в Конституции 93-го, так и 2010 года народ Кыргызстана выражает твердую приверженность построению свободного и демократического государства, основанного на уважении и защите прав и свобод человека. Кроме того, в преамбуле Конституции 2010 года указано стремление к верховенству права, социальной справедливости, экономическому благосостоянию и духовному развитию народа. Нургуль Саматова, Бексултан Курманбек-Улу, Алато 24.
Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции. Уважаемые соотечественники, поздравляю вас с праздником Днем Конституции Кыргызской Республики. На протяжении более четверти века Конституции играют особую роль в жизни страны, определяя путь развития нашего суверенного государства. Конституция стала правовой основой для укрепления позиций Кыргызстана как демократического государства в мировом сообществе, а также для политических и экономических реформ. Конституция, как основной закон страны, имеет не только юридическое, но и духовное и культурное значение. Она служит основополагающим документом для определения будущего развития нашей страны, отражает мировоззрение народа. Наша главная задача и дальше развивать страну, придерживаясь ценностей, закрепленных в Конституции и ее нормах. Поздравляю всех вас с праздником, желаю крепкого здоровья, успехов и счастья. Контроль за соблюдением карантинного режима в городе Бишкек будет усилен. Соответствующее поручение дано на заседании Республиканского оперативного штаба. Как отметил министр здравоохранения Сабирджан Абдикаримов, в некоторых торговых точках, продуктовых рынках не соблюдаются санитарные требования. Также, по его словам, были случаи, когда водители такси не надевали маски и не соблюдали соответствующие рекомендации. В связи с этим, по его словам, необходимо усилить контроль по соблюдению санитарных правил и других карантинных мер. Первый вице-премьер-министр Куатбек Буронов высказал критику в отношении органов правопорядка. Он подчеркнул, что в настоящее время в ряде городов и районов действует режим чрезвычайного положения, а также введен ряд ограничений по передвижениям транспорта и населения. Даны некоторые послабления для возобновления работы определенных видов экономической деятельности. Однако это не означает, что для остальных категорий граждан отменен карантин, и все могут без обоснованных причин ездить и ходить по городу. Праздничные дни также увеличили число людей на улицах. В этой части органам правопорядка необходимо усилить работу патрулей, а также следить за строгим соблюдением санитарно-гигиенических правил и правил самодистанцирования. Самодистанция, самоизолирование. Өзүңүздөрдү эч кандай бир тиешеси жок контакттардан алыстатууга аракет кылышыңыздарды суранабыз. Также на заседании оперативного штаба Куатбек Буронов отметил, что самостоятельно принято решение полномочных представителей правительства в областях относительно запрета въезда в область и требования соответствующей справки о том, что человек не болен коронавирусом, необходимо изменить. По его словам, на санитарно-карантинных постах должен продолжаться усиленный контроль за всем въезжающим и выезжающим транспортом и гражданами согласно утвержденному алгоритму действий. Требование справки об отсутствии COVID-19 у граждан излишнее, за исключением случаев, предусмотренных в соответствующих алгоритмах действий. Руководителям гос- и местных органов власти поручено держать под контролем вопрос обеспечения безопасности здоровья, соблюдения основных санитарных требований сотрудниками, задействованными в борьбе с коронавирусом в целях исключения случаев заражения инфекцией. Кыргызстанцы, находившиеся в городе Соль-Илецке Оренбургской области России, въехали на территорию Казахстана для дальнейшего следования на родину. Об этом сообщили в МИДе. В ходе пересечения российско-казахстанской госграницы было организовано прохождение термометрии на санитарно-карантинном посту. Отметим, что предоставление транзитного коридора по территории Казахстана стало возможным благодаря договоренностям с казахстанской стороной, достигнутым в ходе переговоров внешнеполитических ведомств двух стран. Предоставленный данный транзитный коридор для передвижения автобусов является разовой акцией казахстанской стороны для ограниченного числа граждан Кыргызской республики, находящихся в городе Соль-Илецк. В связи с этим Министерство иностранных дел Кыргызской республики настоятельно просит наших граждан, находящихся на территории Российской Федерации, воздержаться от следования в сторону российско-казахстанской государственной границы до ее открытия. В целях предотвращения распространения коронавируса в Ленинском районе столицы продезинфицированы 55 улиц и мечети. Кроме того, в Бишкеке организовано 8 обсерваций, из которых 5 на территории района. Помимо этого, на базе ТСМ номер 1 сформировано 10 мобильных групп с привлечением 40 сотрудников. Об этом на брифинге сообщил аким Ленинского района Тохтусун Султанов.
По его словам, с населением проводится разъяснительная работа об ограничении передвижения и соблюдении санитарных норм. Тему продолжит Айджан Нурбекова. В целях предотвращения распространения коронавируса в Ленинском районе столицы продезинфицировано 55 улиц, тротуаров, подземных и надземных переходов, ограждений и мечети. Если с начала введения режима чрезвычайного положения в районе работали 13 санитарных блокпостов, то сейчас функционирует всего 4, сообщил на брифинге аким Ленинского района Тохтосун Султанов. Кроме того, проводится разъяснительная работа с населением об ограничении передвижения и соблюдении санитарных норм. Муниципальным предприятием «Тазалык» проведена работа по дезинфекции 270 дней. Одного контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и 1658 мусорных контейнеров. Работа по дезинфекции продолжается. Также организована работа колл-центра из 4 человек. Ежедневно ведется отчет по работе мобильной бригады, а также установки мобильных приложений. Для организации работы мобильных бригад мэрии города Бишкек выделен транспорт, питание, ГСМ и средства индивидуальной защиты. Всего мобильными бригадами произведено 2380 выездов по Ленинскому району. На 4 мая на территории Ленинского района выявлено 82 случая COVID-19. Из них 6 завозных, 76 у местного населения. В Бишкеке организовано 8 обсерваций, из которых 5 на территории района. Помимо этого на базе ЦСМ номер 1 сформировано 10 мобильных групп. Привлечено 40 сотрудников. Так, из 82 зараженных случаев определено 49 очагов, в том числе по жилым массивам 17 очагов. Во всех очаговых зонах мобильной бригадой были взяты анализы на коронавирусную инфекцию. У ближайших домов положительных результатов не выявлено. С 1 мая возобновлена деятельность 21 предприятия из 69. На территории СЭС Бишкек из 46 предприятий заработала половина. В этой связи до конца года по Ленинскому району прогнозируется выпадение из бюджета 265 миллионов сомов, сообщил Тохтосун Султанов. С конца марта текущего года в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории Кыргызской республики и введением режима ЧС и далее режима ЧП, многие хозяйственные субъекты приостановили свою деятельность и не работают по сегодняшний день, что повлияло на доходную часть. Месячный план за март исполнен 68,4% или поступило меньше на 53,1 миллион сом. Тем самым за январь-март план выполнен на 88% или поступило меньше на 59 миллионов сомов. Далее ситуация по доходам в апреле усугубилась и составила 55%. Отметим, для возобновления экономической деятельности муниципальная администрация Ленинского района ведет активную работу совместно с Государственной налоговой службой. Айджана Нурбекова, Азамат Кадыр-Токтоев, Алато, 24. В республике начат 3-й этап выдачи гуманитарной помощи нуждающимся семьям. На сегодняшний день 472 тысячи семей получили продукты первой необходимости. Как и прежде, первоочередная поддержка оказывается лицам, проживающим за чертой бедности, с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерам. Эти пакеты, в которых по 10 килограммов муки и 3 килограмма сахара, получат нуждающиеся семьи 12 жилмассивов столицы. Списки нуждающихся в материальной помощи составляют муниципальные и территориальные управления, председатели квартальных и домовых комитетов, суды Аксакалов. В сложное время помочь властям откликнулись и активисты. Мы ходили по домам и вместе с квартальными составляли список тех, кто действительно нуждается в помощи. Теперь вот помогли расфасовать по пакетам муку и сахар. На сегодняшний день в столице более 90 тысяч семей получили поддержку в виде продуктов первой необходимости. Гуманитарная помощь выдается даже тем, у кого отсутствует прописка, поскольку во многих новостройках в съемных квартирах проживают люди из разных регионов республики. В одном только Ленинском районе Бишкека таких лиц насчитывается более 8 тысяч. Со 2 апреля мы оказали помощь 23 тысяч семьям. То есть в общей сложности, допустим, позавчера было 25 тысяч заявок, мы почти 23 с лишним тысяч семьям развезли по домам. Мы тоже смотрим анализы, свои прогнозы, им свои сведения даем, что получали именно многодетные семьи. Также люди с ограниченными возможностями, потому что им
сложнее становится в такой момент. Поэтому мы в исключительных случаях оказываем такую посильную помощь по 2, по 3 раза даже. Аналогичная помощь оказывается во всех регионах республики. Очередная партия продуктов первой необходимости готова и в городе Ош. В южной столице поддержка оказана более 48 тысячам семьям. Помощь оказывается согласно списку, который был составлен специально созданной комиссией. В первую очередь получают те семьи, которые находятся за чертой бедности. Пакет содержит продукты первой необходимости: мука, сахар, рис, растительное масло и другое. 24 тысячи семьи Нарынской области также получили помощь в виде продуктов питания. В городе Нарын комиссия определила более 4 тысяч семей, которые нуждаются в поддержке. В составлении списков огромная помощь оказывают мобильные группы. В городе создано 5 мобильных групп. Они находят нуждающихся лиц и вносят в список штаба. И далее поадресно развозят гумпомощь. В рамках третьего этапа гуманитарной помощи нуждающимся семьям республики выделено 12 тысяч тонн муки и других продуктов первой необходимости. Кроме этого, помощь оказывается и в виде медицинских средств и антисептиков. Общая сумма финансовой помощи составила по республике около 50 миллионов сомов. Улан Касенов, Чингиз Джумагулов, Алато, 24. В городе Ош за нарушение санитарных правил закрыты 80 предприятий. Десяткам предприятий вынесено предупреждение. Проверка производственных объектов, которым разрешено функционировать с 1 мая, выявила ряд нарушений. Комиссия, состоящая из представителей местной власти, санэпиднадзора и налоговых служб, со 2 мая проверила более 400 предприятий. В результате несоответствующими санитарным нормам определены 3 мини-пекарни, 1 парикмахерская и 5 СТО. Кроме этого, около 20 предприятий отсутствовали документы, разрешающие их деятельность. По словам коменданта Малика Нурдинова, все вышеперечисленные предприятия будут привлечены к ответственности согласно законодательству. К примеру, возьмем строительство, где работают десятки человек. Там должны были работать вахтовым методом, рабочих должны были развозить на служебном транспорте. В отношении таких предприятий будут приняты самые жесткие меры. Будет рассмотрена их ответственность. Нужно поднимать вопрос вплоть до закрытия предприятия. В Джалабаде проведены рейды на промышленных предприятиях и в учреждениях, возобновивших работу после ослабления режима изоляции. Местные власти вместе с соответствующими службами призывают граждан соблюдать санитарные требования, потому как был выявлен ряд нарушений. Подробнее в нашем следующем материале. С 1 мая в Джалалабаде возобновили свою работу порядка 80 предприятий. Для недопущения дальнейшего распространения коронавируса совместно с мэрией, полицией, налоговой, санитарно-эпидемиологической и рядом других служб была сформирована комиссия для оценки условий работы на производствах на соответствие санитарным условиям. 2 мая экспертная группа посетила завод по производству железобетонных изделий в Джалалабаде. Как выяснилось, на заводе требования соблюдаются. Каждого сотрудника, приходящего на работу, проверяют на наличие температуры. В настоящее время в компании работает около 50 человек. Мы все обязаны носить маски ради безопасности окружающих. Мы обеспечены антисептиком и часто моем руки. Мы следуем всем требованиям. Мы постоянно предупреждаем сотрудников о социальном дистанцировании. На входе на завод установлены специальные дезинфицирующие средства. И каждый, приходя на работу, полностью обрабатывает руки. Во время рейда также были проинформированы владельцы магазинов по продаже автозапчастей. Некоторые автозаправочные станции игнорировали санитарные требования, поэтому получили предупреждение. Наше главное требование – следить за соблюдением санитарных норм. Многие предприятия вновь открылись, и число людей, передвигающихся в городе, увеличилось в несколько раз. Слава богу, болезнь в Джалалабаде прошла. Мы рады этому. Но это не повод игнорировать элементарные правила гигиены. Руководители компании несут полную ответственность за безопасность своих сотрудников. Во время рейда комиссия также обошла парикмахерские и салоны красоты.
Как выяснилось, некоторые игнорировали требования и работали без масок. Специалисты провели с ними разъяснительную работу. Так, из-за пандемии коронавируса план налоговых сборов в Джалалабаде за 4 месяца не был выполнен. Работа по налоговым сборам завершена лишь на 77%. Причиной стала приостановка деятельности налогоплательщиков. По расчетам, потери оцениваются в 62 миллиона сомов. Из этих 62 миллионов сомов 44 миллиона должны были поступить в государственный бюджет, а оставшаяся часть – местный. В мэрии сообщили, что сейчас разрабатывается антикризисный план, чтобы восполнить потери. Елена Ткаченко, Джибек Капарбекова, Усмон Уламсадырулу, Алмаз Сатаров, Алато 24, Джалалабадская область. Для природных стихий не существует праздничных дней, выходных или вовсе пандемии. Они настигают в любое время. Вот и сейчас в отдельных регионах страны сохраняется угроза схода селей. Причина тому – ливневые дожди. Потому МЧС предупреждает жителей этих местностей быть бдительными. В свою очередь, в опасных зонах продолжается высадка многолетних деревьев и кустарников, берегоукрепительные работы. Подробнее расскажет Дамира Базарбаева. Нынче топ-терекчане могут спать спокойно, не опасаясь за свою жизнь. Здесь укреплена дамба реки Талдыксай. До этого им приходилось все время оглядываться, ведь паводковые воды и сели прорывали дамбу. Селевые потоки затапливали села, и раньше была дамба. Но она была уже старая, оттого не могла противостоять интенсивным потокам. Сейчас ее, наконец, укрепили как нужно, за что благодарим сотрудников МЧС. В Харасуйском районе это была одна из зон риска. С построением дамбы высотой 60 метров 134 семьи получили возможность жить и вести хозяйство без опаски. Нами предусмотрено 6 объектов для предотвращения последствий природных стихий. Это в Каракульджинском и Узгенском районах, Араване, Ноокате. После завершения всех работ 5200 дворов и 604 гектара пахотных земель удастся спасти от селей и паводков. Село Тамчи-Сыкульской области также в зоне риска. Во время паводков есть угроза разрушения около 100 дворов и сельской инфраструктуры. Но прилагаются все усилия, чтобы этого не допустить. Сейчас выкапывают селеотводной канал и укрепляют дамбу. Общая протяженность канала составляет 700 метров. Построен коллектор селевых потоков, который сдерживал бы камни и гравий. Также проведена механизированная очистка. Для работ привлечен экскаватор и выделено свыше 1000 тонн ГСМ. По республике около 3000 дворов и порядка 1000 гектаров земель сельхозназначения удалось защитить от природной стихии. В зонах риска продолжается разъяснительная работа среди населения. В связи с ливневыми дождями есть опасность схода оползней в отдельных округах. Поэтому мы проводим разъяснительную работу среди населения. Говорим, что там жить нельзя. Несмотря на это, некоторые все же возвращаются и продолжают вести хозяйство. Эти граждане не только не собираются покидать обжитые места, но и пренебрегают возможностью застраховать жилье. Если в последний раз в Баткенской области от сильного ветра пострадали 54 дома, то из них всего 11 были застрахованы. Но областная страховая компания полна оптимизма. В этом году планируется страховать около 20 тысяч недвижимого имущества. На сегодняшний день в Баткене застраховано свыше 95 тысяч домов, но эта цифра еще ни о чем не говорит. Ведь опасных зон в регионе много. Информационная работа продолжается, но жители пока не созрели для этого вопроса. Согласно исследованиям, больше всего застраховывают имущество в Баткенской, Джалалабадской и Ошской областях. Именно в этих регионах больше всего опасных зон. И при пожарах, как и при природных стихиях, им возмещается ущерб. Дамира Базарбаева, Руслан Сабатаров, Алато 24. Известному журналисту, автору популярнейшей в свое время программы «Тагдыр» Болотбеку Макитаеву сегодня исполнилось бы 60 лет. Макитаев ушел из жизни 7 лет назад после продолжительной болезни. Одного из самых уважаемых и почитаемых среди зрителей тележурналистов с теплотой вспоминают коллеги и соратники. О творческом пути и ярком таланте Болотбека Макитаева в нашем следующем материале.
Болотбек Макитаев на протяжении 25 лет рассказывал о сложной судьбе, надеждах и проблемах своих зрителей, простых кыргызстанцев. Истории, рассказанные в авторской программе «Тахдыр», никого не оставляли равнодушными. Каждый ее выпуск с нетерпением ждал и старый млад. Столь долгую жизнь программы в эфире коллеги Макитаева связывают с собственными творческими изысканиями автора. Зрители ждали программу с нетерпением. На следующий день все ее обсуждали, сидя на скамейках во дворах. Нам много об этом рассказывали. Он умел так снять программу, что на глаза наворачивались слезы. Была в нем такая способность. Он очень большое значение придавал режиссуре, сценарию. Он постоянно находился в поиске. Я помню, как он обдумывал очередную идею, прохаживаясь по коридору. Он очень ответственно подходил к съемкам. Например, если нужно было снимать в регионе, обязательно изучал особенности этого места. Макитаев придавал большое значение историям и проблемам своих героев, искренне пытался помочь решить проблемы, о которых они рассказывали, вспоминают коллеги. Он всегда оставался с ними на связи. Редакция программы «Тахдыр» и ее автор получали письма со всей страны буквально мешками. Однажды главным героем нашей программы была пожилая женщина лет 80. Ее единственного сына убили, а правоохранительные органы не хотели рассматривать ее заявление. Во время интервью она горько плакала, и Болотбек не смог сдержать слез. После интервью было видно, как ему тяжело. Его друзья и коллеги сожалеют, что Болотбека Макитаева так и не наградили при жизни высокими наградами. Но для него самого самой ценной наградой была оценка зрителей и их уважение. Насколько я знаю, он получил отличника КТРК. Меня очень расстраивает, что зачастую такие большие таланты награды обходят стороной. Но сам он никогда не гнался за наградами. Зрители его очень любили. Присылали письма, приходили к нам в редакцию, чтобы с ним поговорить и поблагодарить. Кроме программы «Тахдыр», успехом у зрителей пользовались его авторские проекты «Кесип» и «Бездынаил». Макитаев написал очерк, посвященный своим героям, но не успел его опубликовать. Он умер 20 августа 2013 года после продолжительной болезни. Сегодня, 5 мая, талантливому журналисту и мастеру своего дела исполнилось бы 60 лет. Нурбек Иманов, Калгул Асамбаев, Алмаз Нурмамбетов, Алато 24. Документ наградного листа своего отца Топчу Батаканова с такой записью. Противник, во много раз превосходящими силами, предпринял яростные контратаки, но все они были отбиты с большими потерями для него. Через много лет нашла Гульнара. Ее отец, стрелок 518-го стрелкового краснознаменного ордена Александра Невского, дошел до Берлина, находясь в составе советских войск Германии вплоть до 1950 года. Он внес свой вклад в победу над фашизмом. Мы продолжаем серию репортажей о тех, кто подарил свободу и мирное небо. Победа. За этим коротким, но достаточно емким словом стоит мужество и отвага миллионов советских солдат, совсем как Топчу Батаканов. Он был призван в Красную армию совсем юнцом осенью 44-го. Молодых ребят призвали в армию, часть из них на фронт, другую эшелоном отправили в Сретенск. Несколько месяцев боевой подготовки, а потом фронт. Спустя 3 десятилетия такими воспоминаниями делился красноармеец корреспондентом местной газеты. Интересный факт, что всем известно, что 30 апреля водрузили красный флаг над Рейхстагом. Но как раз я хочу сказать, что и мой папа внес вклад. Я нашла материал, наградной лист папы. И вот здесь даны очень интересные факты. Я зачитаю. Вот, товарищ Батаканов в боях по уничтожению группировки немцев в районе юго-восточного Берлина 28-30 апреля проявил мужество и отвагу. Противник во много раз превосходящими силами пытался вырваться из окружения, для чего предпринял 7 яростных контратак, но все они были отбиты.
с большими потерями для него. Товарищ Батаканов в этих боях из личного оружия убил 26 немецких солдат и офицеров. Взял в плен 33 человека. За проявленную отвагу и мужество он удостоен награждения орденом славы 3-й степени. Такая запись была найдена в наградном листе. Здесь отмечено, что Топчу Батаканов – стрелок 518-го стрелкового краснознаменного ордена Александра Невского, полка 129-й стрелковой Орловской краснознаменного ордена Кутузова дивизия. Честно сказать, он не распространялся о таких боях, о потерях, о том, что он брал в плен, столько стрелял, столько было жертв. Он об этом не говорил. Но мы все знали в семье, что он дошел до Берлина. Мы знали, что в 1945 году он участвовал в штурме Берлина. Мы знали о том, что до 1950 года он был в составе советских войск в Берлине и вернулся только домой в 1950 году. Неоднократно Топчу Батаканов награжден был и государственными, и правительственными наградами. Праздник Великой Победы, соединяющий в себе слезы скорби и радости, самый дорогой праздник дети, внуки и правнуки Топчу Батаканова по традиции отметят шествием бессмертного полка, который в этом году пройдет в онлайн-режиме. Это большая память. Мы уже отправили документы, фотографии отправили. Аяна Юшикеева, Ильдар Асанбаев, Алато 24. Алато 24 продолжает следить за развитием ситуации. Будьте дома и будьте здоровы.